Поначалу складывался, ну, нелегко, чуть-чуть так нервозность у нас присутствовала, потому что мы понимали то, что, то, что нам кровь из носа победа нужна. И, ну, как бы мы не могли, э, как правильно сказать, мы не могли, да, мы не могли потерять здесь очки, потому что все болельщики ну, ждали от нас только победы. Вот, поэтому поначалу была такая нервозность, торопились, хотели быстрее забить, из-за этого допускали, ну, как бы ошибки, потому что вперед играли. Потом, слава богу, получилось забить первый гол, ну и слава богу, получилось забить второй гол, потом игра чуть успокоилась, взяли ее под контроль, и слава богу, мы выиграли этот матч. Да, это просто Самородов шикарно так подал. Он просто до подачи он сказал, как будет подавать, куда забегать, и побежал я туда. Два решения было, головой сыграть или ногой, но выбрал ногой, вот слава богу, забил гол. Ощущения непередаваемые, потому что эта игра для меня завершающая в футболке национальной сборной. И, ну, я принял такое решение и забил в этом матче еще гол. Для меня это, ну, для меня это очень так приятно, то, что на такой ноте завершаю в сборной. А, Завершаю, принял такое решение. Ну, понимаю, вот, что ребятам пора играть. Молодым там он Каса, Мадока, пацаны подросли уже такие на пятки наступили. И считаю, что пора уступить им место. И им нужно теперь доказывать. Как говорится, пост принял, пост сдал. Хочу сказать то, что очень горд был защищать цвета нашей национальной сборной. Честно выкладывались, все игры выкладывались. Просто какие-то игры получаются, какие-то нет. Вот, как приходилось, ну, выкладывались полностью. Всегда хотели радовать болельщиков, честно, всегда хотели, всегда выкладывались. Но бывают такие моменты, иногда вот проигрываем, команды вот посильнее бывают, и результат не всегда нравится болельщикам. Болельщикам тоже всем спасибо, и хейтерам, и кто поддерживал. Без этого ну, никак, потому что мы заряжаемся этим, мы стараемся что-то доказать. Слава богу, у нас был красивый 22-й год, 23-й год. Я очень рад, что в этот период я защищал цвета нашей национальной сборной. Это, ну, это для меня, я не знаю, честно, очень, ну, на всю жизнь в памяти останется, потому что мы радовали болельщиков, болельщики вернулись на стадион, поддерживали нас, блин, это я не знаю, честно, это непередаваемое ощущение. Ну вот, как-то так заканчиваю свою карьеру в сборной. Хочу сказать всем спасибо, всем болельщикам, всему тренерскому штабу, всем пацанам, всему персоналу, медиа, массажистам, докторам. Всем большое спасибо за то, что поддерживали, помогали. Мы как одна семья. Желаю пацанам только удачи, побольше побед. Да, вот, чтобы хорошо матчи складывали, чтобы ребята выигрывали. Болельщиков попрошу поддерживать ребят. Очень нужна, честно, поддержка, очень нужна. Когда вот идет такая поддержка, ребята выкладываются вот просто на все 100. Ну, ребята всегда на все 100 выкладываются. Ну вот, хочу попросить, чтобы поддерживали ребят. Всем спасибо. Ну, за национальную сборную это честь играть, я думаю, любому футболисту, который начинает с самого детства. Любой футболист хочет одеть футболку национальной сборной. Ну, это самая честь, я думаю, для игрока. Какие моменты запомнились? Это, конечно, 22-23 год, когда с Магомед Мусаевичем мы творили такое.
Это, ну, непередаваемые эмоции, такие победы. Вот когда они обыгрывали, там такие команды выигрывали, мы такую уверенность почувствовали. Ну, я думаю, все болельщики этого, ну, это видели. И мы задали, знаешь, такую планку задали, то, что они нам потом другие матчи перестали прощать, потому что мы сами подняли эту планку. Ну и хорошо, я считаю, что потихоньку мы должны планку поднимать, и чтобы болельщики нас вперед гнали, и дай бог так победы придут.